Правильное питание – залог здоровья. Что, как и в каких количествах нужно есть, говорили сегодня в 33-й школе. Весь день здесь проводились классные часы, интерактивные игры и беседы. Главным мероприятием стал круглый стол, который собрал учителей, школьников, представителей здравоохранения и родительского комитета. Дети вместе со взрослыми обсуждали основы правильного питания и полезные свойства натуральных продуктов. Говорили о вреде фастфудов, газированных напитков и других излюбленных детишками лакомствах. На сегодняшний день в школьном меню только полезная пища. Завтраки и обеды состоят из сбалансированных углеводов и белков. Использование жиров сведено к минимуму. Майонез и кетчуп же вовсе не употребляется. Количество калорий в каждой порции установлено Роспотребнадзором. За этим строго следят работники столовой. Детям не продают чипсы, сухарики, популярные газированные напитки и другие вредные продукты. В нашей школе, естественно, действует программа «Здоровое питание», по которому дети ежедневно завтракают различными кашами. Каши у нас разнообразные бывают. Также у нас бывает чай, компот с лимоном, из сухофруктов, все, что нужно детям для здорового питания. Но есть небольшие такие нюансы. Допустим, у нас некоторые дети не любят кушать каши. Это известно, что не все это делают. И чтобы призвать и родителей, и наших детей, чтобы они все-таки питались здоровой пищей, был цель нашего сегодняшнего круглого стола. Зачастую подростки не знают, что влечет за собой злоупотребление вредной пищи. Именно поэтому такие мероприятия, как День здорового питания, проводятся в школе регулярно. По словам учителей, они не только прибавляют знания о здоровом образе жизни, но и прививают подросткам правильные привычки. Круглый стол завершился дегустацией блюд из школьного меню. Фатима Макиева, Тинатин Музашвили, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.